путь. Масштаб чего? Пока. Нет, там уже и так только 3 строки влезает. Все, начинаем. Доброе утро, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим основы каталогизации в АПАКе для тех, кто никогда в нем не работал. Для каждого из вас должен быть дан специальный логин и пароль для входа в АПАК. Вы видите, вот у нас на экране АПАК Global. Мы забиваем свой логин и пароль и заходим в АПАК. При определенном допуске у вас появляется кнопка «Каталогизация». Когда вы нажмете, появляется еще одна ссылка «Каталогизация», на которую тоже нужно нажать, и открывается окно для поиска. Если вы уже работали на обслуживании читателей, то, возможно, знакомы с этим окном. Если нет, то мы сейчас быстренько все это посмотрим. Вы видите, что наверху у нас есть строка «Выбор базы данных». По умолчанию у нас тут стоит единый каталог НБРК. У вас будет стоять каталог вашей библиотеки. Следующая строка – это ограничения по уровню готовности. Либо мы можем искать все записи, какие у нас есть в каталоге, либо по определенному признаку. Полные записи, которые уже доступны читателю, опознавательные, те, которые мы создаем для заказа, импортированная ретроконверсия, то есть записи, которые мы в виде файла заимствуем из какого-то другого каталога. Запись может быть незаконченная, когда мы с ней работаем и еще не нажали кнопку «Готово». И статус неизвестный, когда какие-то там непонятки произошли. Область поиска. Вы видите, у нас здесь 3 разных поля. Их можно сочетать в разном порядке. Когда мы нажимаем вот на эту строчку, видите, здесь такая стрелка, и открывается специальный список. Здесь можно выбрать поле, по которому мы хотим совершать поиск. Эти поля можно соединять реляторами. Реляторы, что-нибудь такое напишем. Видите, они у нас оживают, да? Становятся действующими. Реляторы «и» или «не». То есть мы понимаем, что мы можем здесь, например, искать Иванов и Петров, или Иванов, но ни в коем случае не Петров. То есть с этим надо просто поиграть и посмотреть, что у вас получится. Для каждого поискового термина для области поиска у нас есть словарь, ну, за исключением всех полей. Вы видите ключевые слова. Мы можем, например, написать слово «лес», и в словаре у нас открываются слова
ключевые слова, которые начинаются на буквосочетание такой лес. То есть лес, леса, лесной и так далее. Дальше, дальше, дальше. Мы можем выбрать какое-то одно понятие, либо несколько. Нажать кнопку «Переход к поиску», и видите, у нас уже заполнена строка поиска. Внизу у нас есть кнопки «Искать» и «Очистить». Нажмем «Искать», мы, соответственно, все найдем. Нажмем «Очистить», и у нас поля очищаются. Удобнее всего искать книги по ISBN, либо по сочетанию автора и заглавия. Например, видите, я здесь не использовала заглавные буквы, потому что для поиска это совершенно не важно. Да, кнопка «Искать» у нас есть внизу, кнопка «Искать» есть сбоку. Самый быстрый способ – это когда у вас курсор находится в строке, нажать кнопку Enter, большая кнопка на клавише. И вот у нас вышло 5 книг. Вот давайте посмотрим вот эту книгу в формате. Нажимаем сбоку, видите, у нас формат вывода. Библиографическое описание – это то, что у нас по умолчанию выходит. Короткая запись, но мы можем посмотреть ее в формате Русмарк. Вот то, что вы видите теперь на экране, вот это то, чем занимаются каталогизаторы. То есть мы создаем запись, заполняя последовательно все поля под поля системы APAC. Теперь давайте посмотрим, в принципе, вообще, что такое формат. Ну, грубо говоря, это такие специальные правила, предназначенные для возможности обмена данными между разными системами. То есть договорились, условно говоря, что вот нужно обязательно заглавие, нужно обязательно выходные данные, обязательно страницы, и они все по определенным правилам заполняются. Нашу запись может заимствовать библиотека, не знаю, в Америке, в Японии, в Африке. Форматы у разных стран разные, но они все совместимые. Запись у нас, вы видите, разделена на отдельные поля. И если вы обратите внимание на номера записей, то можно их как-то объединить в блоки. Вот первая цифра – это как раз и есть номер блока формата. Нулевой блок – те поля, которые начинаются с нуля. Это блок идентификации. Он содержит номера, идентифицирующие запись, либо информационный ресурс, описанный в ней. Например, 005 поле. Нет, лучше вот так. 001 поле. Это у нас номер записи в нашем каталоге. 010 это ISBN, то есть тоже номер. 035 это номера этой записи тех библиотек, которые изначально создавали эту запись. Следующий блок, который начинается на единицу, это блок кодированной информации. Он содержит кодированные элементы определенной длины, ведь они все разные. И каждое место в этом поле должно быть обязательно заполнено. Это коды. Следующий блок – это блок 2. Блок описательной информации. То есть то, что мы обычно видим на экране в результате поиска в электронном каталоге, либо на карточках печатных каталогов. Заглавие, сведения об ответственности, выходные данные, количественные характеристики, серия и так далее. Следующий блок, третий, это блок примечаний. То есть то, что мы не видим явным образом на титульном листе, там где-то на обложке, обычно не пишется на печатных каталожных карточках, но мы хотим эти сведения донести до читателя. Ну вот, например, 330 – это аннотация, и 333 поле – условия доступа. У нас здесь стоит 6+, то есть эта книга предназначена, начиная с возраста 6+, для детей младшего школьного возраста и старше.
Здесь следующее поле только одно представлено, которое начинается с пятерки. Это пятый блок. Блок взаимосвязанных заглавий. То есть те заглавия, которые мы пишем дополнительно. Чуть позже мы рассмотрим это поподробнее. Ну, в общих чертах, например, заглавие обложки, заглавие корешка, заглавие колонтитула, то, что отличается у нас от основного заглавия. Следующий блок – это блок 6, блок анализа содержания и библиографической истории. Здесь мы размещаем ключевые слова и индекс библиографической классификации. Блок 7 – это блок ответственности. Авторы, редакторы, художники, организации, которые имеют отношение к созданию документа. 8 блок – блок международного использования. Он содержит поля, прошедшие международное согласование, которые не присутствовали в предыдущих блоках. Ну, звучит сложно, на самом деле. Здесь, видите, у нас данные в библиотеках, которые создавали эту запись, данные о том, где содержится обложка этого издания, данные об инвентарных номерах, об экземплярах этой книги, которая содержится именно в нашей библиотеке. И, наконец, блок 9 – это блок локального использования. То есть каждая библиотека может для себя, ну или система, как в нашем случае, у нас общереспубликанская система, программа одна на всех. Здесь у нас поля, которые приняты либо во всей нашей системе, либо в отдельной библиотеке. Специальные коды. Ну и сюда же записывается у нас, кто создавал эту запись. Есть еще один блок, вы видите, мы пропустили 4. Это блок связи записей. О нем будем рассказывать позднее, когда будем рассматривать сборники и многотомные издания. Элементы записи, которые специально предназначены для поиска и выбора записи, называются точками доступа. В качестве точек доступа могут выступать заголовки, содержащие имена лиц либо организаций. Видите, у нас здесь в 700 поле как раз заголовок «Абгарян Нарине». Либо заглавие, они мне пишут фантастический роман. Ну, либо, вот, например, название серии. То есть те поля, которые мы заполняем специальным образом, и по ним возможен поиск в электронном каталоге. Теперь рассмотрим каждое поле по отдельности. Смотрите, у нас после, собственно, номера идут две вот такие непонятные штучки, да? Это индикаторы. В большинстве полей индикаторы не обозначены и обозначаются вот такими решеточками. В некоторых полях индикаторы очень важны. Например, в 200 поле индикатор 1 означает то, что заглавие у нас попадает в словари, и по нему возможен поиск. В случае, если индикатор будет 0, по заглавию мы эту книгу никогда не найдем. Ну, могу вас утешить. Во многих полях индикаторы у нас стоят по умолчанию. Сегодня мы будем рассматривать однотомники. В однотомниках у нас всегда стоит единичка, то есть заглавие у нас поисковое. Дальше мы видим, что поле у нас делится на определенные отрезки, которые разделяются вот такими метками. Это идентификатор подполя или метка подполя. Метка может быть либо в виде знака доллара и буквы, либо в виде знака доллара и цифры. Очень многие начинающие и не очень начинающие каталогизаторы вот этот знак называют S. Это неправильно. Правильно и профессионально говорить доллар. Доллар В, доллар 2, доллар А. Рассмотрим правила заполнения полей. Все поля начинаются с заглавной буквы. Все подполя начинаются с маленькой, за исключением собственных имен и заглавий. Между инициалами во всех полях мы оставляем пробелы. Ну, здесь у нас инициал есть только в 702 поле, вы видите, после точки обязательно пробел.
В то же время в конце подполя пробел не ставится. Вокруг метки не должно быть никаких пробелов ни перед ней, ни после нее. В конце подполей знаки препинания тоже не ставятся, но если они не входят в сам текст. Ну, вот здесь восклицательный знак, например. Вы видите, после серии точка не стоит, после года точка не стоит. Лишний пробел – это лишний знак. Система воспринимает это как разночтение заглавия. Манюни пишет фантастический роман, и Манюни пишет фантастический роман с пробелом в конце. Это два разных заглавия. В словаре они будут в разных местах. Теперь посмотрим, собственно, как создается запись. Когда мы получили книгу, первым делом мы должны сравнить, дублетное у нас будет описание, либо нет. То есть либо мы книгу приписываем, либо создаем новую запись. Если книга такая у нас уже была, скажем, вот это, мы можем нажать кнопку «Экземпляр» и просто приписывать новые экземпляры. Если мы хотим что-то в книге исправить, у нас есть специальная кнопка «Редактировать». Видите, там у нас открывалось только одно поле, здесь у нас открывается вся запись для редактирования. Если у нас такой книги не было, мы должны создать новую запись. Вот сбоку у нас есть кнопка «Новая запись». Нажимаем, и открывается окно «Выбор листа ввода». Посмотрите, у нас есть разные листы ввода. Отдельно для книги, одночастный, многочастная общая часть и том, ноты, карты, звукозаписи, предметы, изоматериал, нормативно-технический, электронный и еще много-много-много разных. Для чего это сделано? Для каждого отдельного вида документов есть определенный набор полей. И когда мы выбираем лист ввода, эти поля у нас встают сюда по умолчанию. То есть для книги у нас стали вот эти поля. Если бы я выбрала электронный ресурс, у нас бы здесь добавились еще несколько полей специально для описания электронного ресурса. Сегодня мы их рассматривать не будем. Мы будем смотреть, как делать книги. Вот у нас открылось окно для каталогизации. Посмотрим, что у нас где находится. Ну, мы сразу смотрим, что у нас база данных, ту, которую мы выбрали. Что мы делаем? Мы делаем редактирование записи. Ну, редактирование, то есть вот этого полуфабриката, который у нас открылся с незаполненными или частично заполненными полями. Уровень готовности незаконченный, потому что мы еще ничего не делали. Идентификатор, то есть номер записи, номера у нас пока нет, поскольку мы еще ничего не сохраняли. Лист ввода, то, что мы уже выбрали, книга одночастный. Маркер. Каждая запись у нас начинается с 24-символьного маркера записи. Вот он у нас. Он содержит данные, относящиеся к структуре записи и некоторые элементы данных, связанных с типом записи. И помогает системе определять статус записи и, ну и там прочие специальные машиночитаемые штучки, которые нам, в принципе, не важны. Поскольку в маркере мы можем исправить только две позиции. Вы видите, вот они, NA, вот в этом месте. Либо статус записи, по умолчанию у нас новая запись. При списании мы можем запись исключить, либо восстановить. В этом случае мы будем менять статус. И тип записи. По умолчанию у нас стоят текстовые материалы, кроме рукописных. Ну, вы видите, что материалы могут быть разные, в том числе и рукописные. Рукописями будет считаться, например, если вам в библиотеку принесут отпечатанное на, не знаю, на пишущей машинке, на компьютере какой-нибудь что-нибудь самиздатовский листочек. Это рукопись. И тогда мы будем выбирать тип записи уже вот здесь. По умолчанию у нас здесь все стоит для печатных книг, поэтому мы здесь ничего не будем трогать. Дальше у нас здесь специальные кнопки. Пользоваться прям сразу всеми мы не будем.
Посмотрим те, которые нам нужны именно для начинающих. Кнопка «Записать». Ну, здесь понятно. Мы ввели данные, мы нажали кнопку «Записать». У нас запись сохранилась, и можно будет пользоваться. Кнопка «Локализовать». Если мы вдруг выбрали неправильный лист ввода, либо забыли его определить, мы нажимаем кнопку «Локализовать» и можем поменять лист ввода. Либо выбираем другой, либо ничего не выбираем. Кнопка «Проверить». Для начинающих очень-очень-очень рекомендую, потому что есть определенные поля и подполя, которые обязательны для заполнения. И если они не заполнены или заполнены неправильно, система запись не сохранит. Ну, она вам об этом скажет, когда вы попытаетесь сохранить запись, но можно в процессе нажимать и смотреть. Вот видите, пишет, в записи присутствуют пустые обязательно поля 200. То есть без заглавия система отказывается нам сохранять эту запись. Следующая кнопка «Поля». Это значит, что мы можем добавить поле, которое у нас отсутствует в листе ввода. Здесь у нас самые-самые часто применяемые поля, ну, бывает, что какого-то не хватает. Мы нажимаем эту кнопку, видите, у нас выпадает список. Мы можем либо нажать кнопку «Новое» и сразу написать номер поля. У нас добавилось новое поле, которого здесь не было. Либо выбрать из списка. Нажали и посмотрели. Тут у нас все поля подписаны. Мы ищем то поле, которое нам надо. Нажимаем, пишем «Добавить». Вот у нас добавилось новое поле. Кнопку «Слить уровень» мы сегодня смотреть не будем. Это для уже опытных пользователей. Следующая кнопка «Просмотр библиографической карточки». То есть то, что мы уже привыкли видеть в печатных каталогах, мы можем посмотреть наше творчество уже в таком виде, когда заполним хоть пару полей. Выбираем карточку «Основная» и видим, что у нас написано. Не написано у нас ничего. Поэтому пока мы ничего не видим. Кнопка «Обложка» – это тоже уже для опытных каталогизаторов. Мы это трогать не будем. И есть кнопка «Закрыть». Когда мы открыли запись, ничего в ней не изменили и снова закрыли. При закрытии окна вы потеряете все текущие изменения. Но пока мы ничего не хотим терять, поэтому просто запомним, что означает какая кнопка. И начинаем заполнять. Ну, вернее, даже не заполнять, пока просто посмотрим. Вот у нас здесь такие столбцы. Вы видите номер поля, то, что мы с вами уже смотрели, да, по определенным блокам, трехзначные номера. Когда мы наводим указатель курсора на номер поля, у нас появляется название этого поля. То есть даже не обязательно наизусть учить, в процессе вы их все запомните, ничего такого страшного. Дальше у нас идут индикаторы. Индикатор 1, индикатор 2. У каждого поля, вы видите, они есть. Большинство заполнены по умолчанию. 0,1 поле. Это ISBN. То есть международный стандартный книжный номер. Когда мы щелкаем само поле, у нас появляются метки подполей. Вот они у нас сверху. Точно так же, как с номером. Когда мы наводим на метку, у нас появляется название этого подполя. Как правило, здесь используется 3, максимум 4 подполя. $А, собственно, ISBN. Мы записываем его в том виде, как он у нас выглядит на, собственно, книге. Без пробелов. Все дефисы обязательно пишем, ничего не пропускаем. $Б уточнение. Сейчас мы посмотрим с вами картинку. Так, если найдем. Ну вот картинка, вы видите, у нас ISBN, вот он у нас, на обороте титульного листа. Если его здесь нет, то заглядываем в конец книги. Там, как правило, есть этот ISBN.
За исключением, если у вас книга какая-то старенькая, до 85 года печати, там ИСБН можно не искать, потому что ИСБН у нас только с 1985 года применяется. А вот здесь мы, если посмотрим, то увидим вот такие дополнения к ИСБН в круглых скобках. Для этого у нас есть специальное подполе $B, называется уточнение. То есть уточнение к конкретному ИСБН. В данном случае у нас здесь написано серия хиты экрана King и второй ИСБН серия Король на все времена. Вот это уточнение, можно даже слово серия опустить. Мы как раз можем записать в $B. Хиты экрана King. Вы видите, здесь я начала с заглавной буквы, потому что это собственное имя, да, заглавие. Вы видите, у нас здесь два ИСБН. Мы не можем их записать в одно поле, мы должны это поле повторить. Наводим курсор на номер поля, левой кнопкой вызываем меню. Нажимаем левую кнопку, у нас появляется здесь меню, видите, да? Есть такие две кнопки: скопировать поле и повторить поле. Кнопка скопировать поле у нас повторяет поле со всем содержимым. Кнопка повторить поле открывает пустое поле, но с тем же номером. То есть мы можем теперь записать сюда другой ИСБН и, соответственно, для него какое-то другое уточнение. Ну вот эти две серии. Дальше у нас есть еще поле $D цена, но, как правило, в 0,10 поле оно не применяется. Мы будем его применять совсем в другом месте. А обязательно напишем $9 тираж, потому что тиражи у нас могут отличаться, и иногда это важно для уточнения экземпляров. То есть один экземпляр у нас издавался в таком-то году с таким тиражом, другой в этом же году может быть с какими-то маленькими изменениями, но другим тиражом. Тираж пишем цифрой без пробелов, без слова экземпляр, без слова тираж. Одно маленькое дополнение: если у нас тираж дополнительный, то мы пишем это доп. Тираж и даже с заглавной буквы, поскольку это у нас будет начало поля. Чтобы на карточке в описании у нас выглядело прилично, здесь мы пишем заглавную букву. Это одно из немногих исключений. Поле 100. Данные общей обработки. Здесь нам нужно заполнить только 4 цифры. Ставим курсор в само поле, чтобы оно стало активным. Нажимаем на метку подполя, и у нас открывается справочник. То есть мы здесь должны выбрать вот эту строку, дата 1. Открываем. И вот эти решеточки заменяем на дату выпуска нашего издания. Окей. Все. В этом поле мы больше ничего не трогаем. Мы записали эту дату. Эта дата у нас должна совпадать с той, которую мы будем писать в 210 поле «Выходные данные». Берется, как правило, с титульного листа. Ну, либо с оборота титульного листа. Чуть позже мы с вами это все подробно посмотрим, когда будем делать практическую работу. Следующее поле – язык документа. Содержит у нас трехсимвольный код языка, по умолчанию у нас стоит русский. Что значит язык документа? Мы открываем книгу и видим, что она у нас вот написана на русском языке. То есть язык документа у нас будет русский. В то же время, если мы внимательно посмотрим, видим, у нас здесь перевод с английского. Вверху выбор подполей довольно большой. Язык текста, язык промежуточного перевода, язык оригинала.
Вот это подполье нам и нужно как раз для того, чтобы отметить, с какого именно языка был сделан перевод. Здесь у нас опять же открывается справочник. Самые популярные языки у нас выведены наверх, все остальные стоят у нас в русском алфавите. Выбираем английский язык, нажимаем ОК. Перевод с языка состоялся. И вот тут у нас уже задействованы индикаторы. Видите, у нас по умолчанию стоит индикатор 0. Посмотрим, что же это значит. 0 значит ресурс на языке оригинала, в том числе параллельный текст. Но у нас-то перевод, поэтому у нас индикатор должен стоять единичка. Ресурс является переводом оригинала либо промежуточного перевода. Вот теперь правильно. Следующая строка. Поле 102. Страна публикации или производства. По умолчанию у нас опять же стоит Россия. И вот здесь начинающие каталогизаторы частенько делают ошибку. Увидели Кинг. Кинг у нас американский писатель. И пишут здесь Америка. Нет, товарищи. Сюда мы записываем страну публикации. То есть ту страну, в которой у нас печаталась, в которой была издана книга. По умолчанию Россия. Ну, естественно, может быть любая другая страна, особенно когда вам книги приносят, напечатанные еще в советское время, да, Киев, Минск, там, не знаю, Тбилиси и прочие Ташкенты. Страну выбираем по состоянию на сегодняшний момент. То есть теоретически мы можем выбрать СССР, но это будет не совсем правильно. Поэтому пишем страну, определяем ее по городу издания. Издана в Москве, вот здесь у нас, видите, Москва. Значит, Россия. Издана в Минске, пишем Беларусь и так далее. Как мы будем писать? Опять же, нажимаем на метку подполя и выбираем нужную страну. Если у нас не Россия, а, например, Белоруссия. Вот она у нас, Беларусь. Может быть и так, когда две страны параллельно печатают, или два издательства. Московский Аст и белорусский Харвест. В этом случае у нас будет две метки страны. Заполнять можно до 3 меток. Если их больше 3, в этом случае метка будет ZZ. Ну, либо выбираем из справочника, либо прям пишем руками. ZZ. То есть стран очень много, мы их не хотим все перечислять. Но по умолчанию, я уже сказала, у нас стоит Россия. 105-е поле. 105-е поле – наша головная боль, с которой мучаются все начинающие каталогизаторы. Сейчас и вы помучитесь. Откроем и смотрим. У нас опять открывается справочник, из которого мы должны выбрать определенные данные. Коды иллюстраций. Для кодов иллюстраций у нас определены 4 позиции. То есть, видите, у нас вот иллюстрации, еще иллюстрации, еще иллюстрации и еще иллюстрации. Что это значит? Это значит, что мы можем выбрать либо одну позицию, иллюстрации, карты, портреты и так далее, либо 4. У нас содержит книга как иллюстрации, так карты, так и портреты, так и там, не знаю, еще какие-нибудь украшения. Вот у нас 4 позиции заполнены. Но обычно так много позиций не заполняют. 1, 2, максимум 3. То есть иллюстрации, там, не знаю, портреты, еще что-то такое. Обычно вот у нас есть иллюстрации, заполняем код А. Нет иллюстраций, выбираем позицию без иллюстраций. В этом случае остальные позиции, конечно, тоже не будут заполнены. Везде будет стоять решеточка у нас по умолчанию. С иллюстрациями разобрались, смотрим, что у нас дальше. А дальше у нас коды формы содержания, тоже 4 позиции.
То есть мы выбираем, к чему можно отнести ту книгу, которую мы с вами каталогизируем. Либо это библиографическое издание, либо каталог, указатели, реферат, резюме, словарь, энциклопедии и так далее, и так далее, и так далее. Либо ничего из этого нам не подходит, в случае, например, художественной литературы. В этом случае мы выбираем код Z, другой тип содержания. Точно так же, как с иллюстрацией, мы можем несколько разных позиций указать в отдельных повторениях кодов. Например, у нас книга одновременно словарь и справочник. На титульном листе обычно об этом пишут. Словарь, справочник, там энциклопедия, учебник, не знаю, там что, диссертации и так далее. Один раз выбираем один код, во втором повторении выбираем другой код и так далее. После формы содержания следующие коды у нас коды конференции. Либо издание у нас публикуется от имени конференции, как правило, это какие-то материалы. Прошла конференция, издали книгу, там доклады, какие-то источники. Либо не является издание публикуемым от имени конференции, либо элемент не используется. Ну, например, в художественной литературе. Там нет смысла отмечать этот код. Индикатор юбилейного издания. То же самое. Является юбилейным, не является юбилейным, либо элемент данных не используется. Что значит является юбилейным изданием? Это значит, что на самой книге где-то написано 40 лет там, нашему предприятию, к столетию республики. То есть явным образом указывается, что это какое-то юбилейное издание, издано к какой-то знаменательной дате. Следующая позиция – это индикатор указателя. Указатель отсутствует, указатель имеется, элемент данных не используется. К указателю можно отнести все предметные указатели, алфавитные, именные, библиографические указатели. То есть все, что относится к содержанию данной книги, не к другим, только к той, которую мы рассматриваем. Код литературного жанра. Вы видите, у нас здесь есть отдельно художественная литература, отдельно драма, очерки, эссе, письма, короткие рассказы и так далее. Либо, если это не художественная литература, выбираем код нелитературный текст. И последний код – это код биографии. Опять же, отталкиваемся от содержания книги. Либо это автобиография, либо это биография какого-то отдельного лица, либо коллективная биография, то есть рассказывается о какой-либо организации, либо сборник биографической информации, когда рассматривается несколько разных лиц, либо несколько разных организаций. Не биография, ну, соответственно, когда там ни о ком не рассказывается, что-то такое совсем постороннее, какие-то учебники, например, или словари. Либо элемент данных вообще не используется. Заполнили 105-е поле, вздохнули с облегчением, пошли дальше. 181 поле, 182 поля будут рассматриваться у нас на занятии в пятницу. Для книг они заполнены по умолчанию, поэтому пока мы их просто пропустим. Дальше у нас 200-е поле. 200-е поле, без которого система у нас не захотела сохранять, помните, когда мы пытались проверить. Поэтому мы его будем заполнять и заполнять обязательно. Так, и вот теперь немножечко отвлечемся. Хочу вам немножечко сказать такие особенные правила по заполнению числительных, поскольку вот не стала я вам показывать страшную книгу, такую большую правило каталогизации, она толщиной сантиметра 4, хорошего такого формата. Там очень-очень-очень-очень много тонкостей именно для каталогизации. Вытащила я оттуда вот этот кусочек именно для цифр. Числительные библиографические записи, как правило, приводят в том виде, в каком они должны в источнике. Вот так. Но это относится в основном к заглавию, поскольку в сведениях, относящихся к заглавию, например, уже все эти числительные модифицируются. Вот здесь они у нас в источнике информации в словесной форме. В записи мы приводим арабскую цифру 3. Точно так же мы модифицируем римские цифры
в арабские. Видите, у нас здесь год римскими цифрами, пишем арабскими. Выпуск 15 римскими цифрами, пишем арабскими цифрами, для того, чтобы не было каких-то разночтений. Для тех, кто еще застал пишущие машинки, ну или у вас есть в каталогах карточки, напечатанные на пишущей машинке, знаете, что при списании это просто кошмар какой-то, когда не можешь определить, это 11-й выпуск, либо второй. Стоят две палочки, и как хочешь тут решай. Если бы сразу писали вот так, как положено по правилам, таких мучений бы у нас не было. Увидите, в заглавиях мы пишем так, как у нас написано на книге. В сведениях об ответственности пишем тоже так же. Вот название у нас Третий Всероссийский женский конгресс. Страницы тоже римские и так далее. То есть это такие как бы основополагающие принципы, когда мы пишем вот все так, как есть. То есть они сохраняются в именах лиц, наименованиях организаций, в обозначении веков в съездах и физические характеристики. Во всех других случаях мы их меняем на арабские цифры. Так, мы возвращаемся к нашему 200-му полю и посмотрим. У нас есть картинка. Картинка у нас... Сейчас мы доберемся. Вот. 200-е поле. Где мы его берем? 200-е поле мы ищем на титульном листе, либо на обороте титульного листа. То есть основные сведения у нас в заглавии. Вот оно у нас здесь, история Лизи. Если у нас вдруг нет титульного листа, нет титульной страницы, где же нам брать это заглавие? В этом случае мы берем его с обложки. Как правило, очень часто бывает такое с детскими книгами. Титульного листа нет, открыли книгу, сразу пошел текст. В этом случае мы описываем по обложке и основное заглавие берем оттуда же. Основное заглавие это у нас подполье $А. Про индикатор я вам уже говорила. Индикатор стоит у нас по умолчанию единица. Поле Б уже устарело, мы его не используем. Есть такое подполье $D, параллельное заглавие. Так, мы с ним встретимся тоже чуть попозже. Сейчас расскажу вам самые основные, то, что нам нужно. $А, собственно, заглавие. Вот здесь у нас, смотрите, проектирование костюма. Оно выделено у нас типографским способом, сразу бросается в глаза, и мы можем определить, что это да, это у нас будет основное заглавие. Поле, вернее, подполе $Е, сведения, относящихся к заглавию. Опять смотрим на титульный лист, что у нас есть, и увидим, у нас сведения, которые уточняют заглавие. Учебник, ну, если мы вот так посмотрим, для студентов образовательных учреждений, высшего профессионального образования и так далее. Текста много, но давайте будем стараться писать без сокращений, хотя бы в 200-м поле. Поскольку сокращения могут быть разные, могут быть какие-то разночтения, вам самим будет проще, когда вы будете делать, например, приписку. Будьте твердо уверены, что это именно та книга, которую вам надо. Так, если немножечко вернемся назад к подполю $А, то варианты заглавия могут быть у нас разные. Сейчас мы посмотрим их на картинке. Вот такие заглавия. Смотрите. Заглавие может быть альтернативное. То есть у нас заглавие, запятая или и опять же заглавие. Посмотрите, как записывается. Перед или у нас всегда ставится запятая, и второе заглавие тоже с заглавной буквы идет. Заглавие, заключенное в кавычки, приводит к записи без кавычек, однако кавычки сохраняются, если у нас цитата. Например, очень часто бывают такие патриотические книги, какие-то издания, которые ЦБСки даже часто делают, и в качестве названия берут какую-то цитату, и вновь продолжается бой, и кавычки определяют. Вот эти кавычки мы здесь сохраним.
Если основное заглавие включает как грамматически неотъемлемую часть какие-то данные, которые обычно в другое подполе заносятся, мы их второй раз уже повторять не будем. И они входят у нас в заглавие. Смотрите, сонеты Шекспира в переводах Маршака. Второй раз мы Маршака уже упоминать не будем. Это у нас все одно заглавие. Если какие-то сведения географические либо хронологические входят в заглавие, у нас материалы съезда учителей России, видите, Москва 2000, мы их записываем тоже в заглавие через запятую. Вот она, запятая у нас. И еще одно, как нам выбрать основное заглавие, если у нас написано, например, одним шрифтом. Нет, давайте не одним шрифтом, пусть будет разными. Бывает, ноты часто такие приходят, например, вальс, амурские волны. Слово вальс у нас заглавием, ну, может, конечно, быть, но если они напечатаны полиграфически по-разному, мелко вальс, потом амурские волны, мы выбираем то, что написано крупнее. Если у нас будет все написано одним шрифтом, вальс, амурские волны, здесь мы уже начнем сомневаться и смотреть, что у нас там внутри. Но, как правило, в качестве основного заглавия берут тематическое, то есть то, которое относится к конкретному изданию, а более общие сведения, там, вальс, там, не знаю, какие-то материалы съезда и так далее. И это все сведения, относящиеся к заглавию. Подполе доллар Е. Подполе доллар Е может повторяться. Вернемся к нашему учебнику, и мы смотрим. У нас здесь учебник, и тут опять учебник. Вообще, когда мы описываем книгу, особенно не художественную, мы какие-то сведения можем опускать. Допущено, рекомендовано и так далее, мы все это опускаем. Вот это рекомендовано, ГО, ВПО, Московский, государственный и так далее опускаем. Учебник 2 раза тоже писать не будем. В записи у нас будет доллар Е учебник, доллар Е, продолжение сведений, относящихся к заглавию, для студентов образовательных учреждений, высшее, профессиональное и так далее. Продолжаем наше описание. Доллар F. Первые сведения об ответственности. Первые сведения у нас могут быть, ну, просто логически первые, могут быть только один раз. Это подполье у нас не повторяется и включает в себя имя автора, либо авторов, либо в случае отсутствия авторов могут быть записаны организации и прочие редакторы и составители. Доллар F, посмотрите. Записывается в той форме, как у нас указано на титульном листе. Если у нас написано ЕГ Яскин, мы записываем ЕГ Яскин. Написано ЕГ. На титульном. Если автора нет совсем, то записываем те сведения, которые у нас есть. Например, у нас есть только составители. Записываем. Ну, если один, там понятно. Если 2 составителя, мы их пишем через запятую. Если 3 и больше, мы уже сокращаем. Ну, здесь, видите, у нас авторам как бы такие привилегии. Составителям, редакторам и прочим художникам их не так хотят видеть в общем описании. Поэтому первый составитель либо редактор и сокращение ИДР. В то же время точки доступа в 700 поле мы можем делать на всех авторов, на всех лиц, которые мы хотим отметить в каталоге. Это на наше усмотрение.
Что делать с организациями? Мы вот сегодня решили все-таки не рассматривать, поскольку это довольно сложно, и я думаю, начинающим сложные книги все-таки пока не доверят. Поэтому какую-то часть, важную довольно часть каталогизации сегодня опустим. Посмотрим, какие у нас есть еще подполя. Подполе $G. Последующие сведения об ответственности. Мы записали первые, соответственно, у нас есть и вторые, третьи, пятые, десятые. Вперед, как я уже говорила, мы записываем автора, но у книги могут быть, например, ну вот здесь, да, автор вступительной статьи и примечаний и художник. Они записываются в подполе $G, и это поле повторяется для каждой отдельной группы сведений. То есть, если бы авторов примечаний было двое-трое, мы бы их записали в первое подполе $G. Всех художников в другое повторение. Всех составителей еще в отдельное повторение. Перечисляем через запятую. Так, и еще хотела я показать вам, сейчас очень часто такое бывает, сериальные издания. Вот эта книга, она очень удобно, конечно, у нас написана, потому что мы сразу видим, что это у нас такой сериал идет «Сердце дракона» и отдельные в нем романы. Можем определиться. По оформлению. «Сердце дракона» – это у нас $А, основное заглавие. Куда же нам деть вот это зависимое заглавие? Для него у нас есть специальное подполье $И, наименование части. $А – сердце дракона, $И – море песка. Здесь еще много разных подполей, которые, как правило, в обычных однотомниках не применяются. И вернемся немножечко назад к подполю $D. Это параллельное заглавие. Вот здесь у нас 200-е поле для книги, у которой есть параллельное заглавие, в нашем случае основное на ком-языке и параллельное на русском. Вы видите, что подполя у нас группируются по языковому признаку. То есть вначале у нас основное заглавие и сведения, относящиеся к заглавию на ком-языке. Вот они у нас. $А, $Е. Затем сведения на русском языке, то есть параллельные. Обычно они располагаются на одной странице, либо на развернутом титульном листе на соседних страницах. Сведения на русском языке. Дальше основные сведения с основного титульного листа у нас тоже были на ком языке. Мы их продолжаем. $F, составитель Уляшев, и $G, художник Мария Белон, Маргарита, вернее. И еще оно у нас в подполье появляется $Z, язык. Язык параллельного заглавия. Параллельно в нашем случае русский, поэтому и код будет русского языка. Следующее поле 203. Опять же, мы его будем рассматривать в пятницу. Сегодня мы его просто пропустим. Для книг однотомников он заполняется у нас по умолчанию. Поле 205. Сведения об издании. Издание второе, переработанное, дополненное, 20-е издание стереотипное, записывается в той же форме, как у нас было написано на книге. Начинается со слова издание, и мы начинаем со слова издание. Начинается с цифры, мы начинаем с цифры. Поле 210. Выходные данные. Ну, вот здесь мы видим у нас Москва, издательство «Эксмо», это такой значок. Если мы здесь не видим, то мы можем посмотреть на... Так, здесь мы не можем. На самой книге мы можем посмотреть, что это издательство «Эксмо». И дата издания. Видите, у нас тут 2020 год.
Что делать, если у нас здесь даты нет? Будем искать. Ну, сначала мы посмотрим на обороте титульного листа. Раньше мы сведения брали из выпускных данных в конце книги. Сейчас по новому ГОСТу можно брать данные с оборота титульного листа. Как правило, в макете дата есть. Если нет макета, смотрим. Может, где-то у нас есть копирайт. Может быть, у нас где-то в конце написано, в конце текста самого, хотя бы когда он был написан, уже хорошо. Теперь очень модно стало проводить презентации книг, поэтому мы можем поискать, в конце концов, в интернете, когда состоялась презентация той или иной книги. Ну и самый крайний случай, если мы никакой вообще информации не нашли, мы можем взять дату поступления в библиотеку. Но это уже самый прям крайний случай. Без даты мы оставить не можем. То есть у нас обязательно должно быть заполнено подполье $D, дата публикации производства. $А у нас место издания. Может повторяться. Например, у нас одно издательство, но два города. Москва, Ленинград, издательство «Наука». Значит, у нас будет $А Москва, $А Ленинград и подполье $С имя издателя. Издательство «Наука». Ну, вот здесь у нас, да? $А Сыктывкар, $С Эскону. Ну и дата издания, собственно. Может быть, наоборот. Один город, два издательства. Москва, Азбука, Азбука Аттикус. А может быть так. Два издательства из двух разных городов. В этом случае мы их будем записывать в логическом порядке. Москва, медицина, Новосибирск, наука. Если издательства нет, ни на титульном листе, ни в выпускных данных, нигде мы ничего не нашли, в этом случае мы либо записываем $CBI без издательства, либо вот такой крайний случай, когда и места издательства нет, и издательства нет, ничего нет. Есть только сведения, где была напечатана наша книга. В этом случае мы заполняем специальные поля $E место изготовления и $G имя изготовителя. Вы видите, у нас такой случай. $А где издано, мы не знаем. Тут точку еще забыли. Издательство мы не знаем. Без издательства. Указываем все это в квадратных скобках, поскольку мы это сами сформулировали. На книге этого нет. $D дата издания напечатана в 2002 году. Где? В Смоленске. Кто? Смоленская городская типография. То есть какие-то сведения мы все-таки даем. Следующее поле у нас 215. 215 поле. Это у нас количественные характеристики. Могут быть вот в таком виде. То есть очень такое вариативное поле. Подполье $А. Содержим сведения о количестве физических единиц, то есть сколько. И специфическое обозначение материала, то есть сколько чего. То есть что мы считали. Это могут быть страницы, могут быть листы, могут быть брошюры, могут быть папки. Факт то, что в $А у нас обязательно должно быть число и какое-то обозначение. Вот здесь мы насчитали 102 страницы и 12 страниц иллюстраций. Почему так отдельно? Иногда в книгах, вы знаете, бывают вклеенные страницы, которые не входят в общую пагинацию. То есть у нас вот страница 36, потом листок с иллюстрацией, потом страница 37. Вот эти листы мы должны посчитать, если на них пагинация не написана, и вставить в подполье $А. Еще вариант, смотрите, у нас здесь пагинация раздельная. То есть сначала у нас 5 страниц посчитаны римскими цифрами, потом 215 арабскими
и еще 15 отдельно арабскими. Ну, как правило, это раньше очень часто было в научных книгах. Какое-то вступление, потом сама эта общая часть, и потом отдельно еще там какие-то приложения, таблицы, там, не знаю, примечания, комментарии и так далее, тоже отдельная пагинация. Может быть и так. Еще вариант. 76 и 303, откуда-то у нас взялись квадратные скобки. Что это такое за зверь? Откуда оно взялось? А взялось оно у нас вот отсюда. Вы видите, вот мы книгу смотрим, 632 страницы, вот оно у нас есть, а на соседней странице у нас уже ничего нет. И дальше тоже ничего нет. Что делать? Вот эта последняя цифра, это у нас количество страниц. А все, которые не просчитаны, мы внимательным образом считаем 1, 2, 3, 4 и так далее. И записываем в квадратных скобках. То есть мы бы для этой книги Кинга написали 632 страницы и одна страница не просчитанная в квадратных скобках. То есть мы все страницы посчитали, но не объединили. Мы не можем написать в нашем случае 633 страницы, потому что это будет неправильно. Если у нас не страницы, например, листы, вы видите, вот у нас один лист, сложенный в 16 страниц. Ну, это какая-то большая, может быть, схема или какой-то плакат. Или 3 брошюры в обертке. Все страницы мы перечисляем здесь же в квадратных скобках. Либо это одна папка, и внутри у меня 26 отдельных листов. И вот здесь, смотрите, вообще заморочка. Страницы у нас в круглых скобках, но поскольку на них нумерации не было, мы их сосчитали сами, то цифру мы помещаем еще дополнительно в квадратные скобки. К счастью, это встречается редко. Чаще всего мы будем встречаться вот с таким, или с таким, или с вот таким описанием. Видите, у нас здесь появляется $C. $C – это сведения об иллюстрациях, как правило. Ну, называются другие сведения о физической характеристике, потому что здесь может быть, например, материал, из которого изготовлен объект, там, картон, пластмасса, что-то еще такое. Ну, как правило, в это подполье записывают сведения об иллюстрациях. Иллюстрации, цветные иллюстрации, портреты и так далее. $D – размер. Размер на самом деле важен, поскольку художественные книги издательства часто издают разного размера. Иногда в них могут совпадать страницы. Если у книги, скажем, 21 сантиметр один шрифт, у книги 17 сантиметров другой шрифт. Но это два разных издания, поэтому размер писать очень-очень-очень желательно. Обратите внимание, у нас здесь просто цифры без слова сантиметры, только цифры. Все, что нужно, у нас выйдет на карточке, не волнуйтесь. Еще одно важное подполье – это $E. $E содержит краткое описание материала, сопровождающего документ, предназначен для использования совместно с документом. Ну, в нашем случае это у нас один лист схем. Частенько бывает, особенно учебники какие-то, идут с дисками. В этом случае у нас внутри будет написано 1 или там 2 электронных оптических диска CD-ROM. В общем и целом с 215 полем мы закончили. Переходим к 225 полю. 225 поле, видите, это серия. Если мы уже научились заполнять 200 поле, то с 225 нам тоже никаких проблем не доставит. $А, собственно, заглавие серии. Смотрим везде, где только можно. Серия может быть указана на титульном листе, на обороте титульного листа где-нибудь в макете, на корешке, над выпускными данными, даже в аннотации. Это третья книга серии и так далее. Ищем везде. Поскольку читатель такой человек, что если ему книга понравилась, а книга относится к серии, он будет стараться прочитать всю эту серию. Поэтому это сведения очень важные. $А – заглавие серии, $D – параллельное заглавие серии на другом языке.
Доллар Е, сведения, относящиеся к заглавию серии. Ну, например, у нас «Жизнь замечательных людей», да? Или там павленковские какие-то библиотеки. То есть сведения, которые относятся к заглавию именно серии, не книги. Доллар F, сведения об ответственности. Ну, например, составитель серии такой-то, такой-то. Доллар H, обозначение или номер части. Ну, в 225 поле это означает номер под серии. Здесь все, что связано только с серией. Доллар H, обозначение номера под серии, доллар И, наименование, опять же, под серией. У нас есть пример заполнения серии. Нет, у нас нет примера заполнения серии. Здесь я вам его не покажу. Ладно. Поверьте мне на слово, что это такие есть. Доллар В, обозначение тома в серии. Ну, та же самая жизнь замечательных людей. Там уже много-много-много, не одна сотня томов. Доллар В, номер тома в серии. 300-е поле содержит примечания разного вида, для которых нет специального поля. Видите, у нас третий блок и пошли разные примечания. Тематический доступ, особенности ресурсы, происхождение экземпляра и так далее. Все, для чего нет специального поля, записывается в поле 300. Например, примечание о заглавии оригинала, из которого сделан перевод. Ну, это естественно. Вот мы напечатали какую-то там книгу на русском языке, а она перевод с английского. В этом поле можно написать заглавие оригинала то-то, то-то, то-то на английском языке. Может быть примечание об источнике основного заглавия. Например, на титульном листе заглавие не указано, а есть только на обложке. Значит, мы напишем, что заглавие взято с переплета или там с обложки. Может быть примечание о заглавии обложки, переплета, корешка и так далее, если они отличаются от основного заглавия. Причем это писать обязательно. То есть у нас на титульном листе одно заглавие, на обложке немножечко, ну или немножечко другое. И мы обязательно здесь напишем в 300-м поле заглавие обложки такое-то, такое-то, такое. Примечания, содержащие перевод или транслитерацию основного заглавия и другие сведения. Ну, честно говоря, я с таким не сталкивалась, прям вот транслитерация. Вы знаете, у нас в библиотеке есть отдел иностранной литературы, и вот там книги поступают разные. Один раз лично я в руках держала книгу нашей знаменитой писательницы Елены Габовой на японском языке. Ну, на японском языке писать вот это все добро, конечно, сложно, но вдруг какую-то запись мы заимствовали на японском, но хотим дать вариант на русском. В этом случае в 300-м поле мы напишем, что заглавие этой книги на русском такое-то, такое-то, такое-то. Ну, или вот даже у нас есть такой хитрый пример. Так, немножечко назад вернемся. Опять к параллельному заглавию. Так, нет, мы не вернемся к параллельному заглавию. Давайте мы вот здесь посмотрим. То, что у нас чаще всего встречается. На обложке у нас может быть написано посвящается столетию, там, не знаю, Республики Коми. Вот сейчас очень много было таких выпусков. Либо для художественной литературы, если такое есть, то писать обязательно, содержать нецензурную брань, чтобы человек знал, что он ожидает. Я, например, такие книги не люблю, в руки не возьму. Примечания есть, я читать не буду. Либо у нас текст на каком-нибудь языке, описание мы даем на русском, а текст на коми. Ну, например. Либо текст у нас параллельный на русском, английском языках. Либо особенности полиграфического оформления. Текст на одной стороне листа. Ну, видите, либо заглавие обложки такое-то, такое-то, такое. Если у нас на книге вдруг есть автограф,
Для этого у нас есть специальное поле 316, примечание об особенностях ресурса. И мы его заполняем в определенном порядке. $А, собственно, текст примечания, авторы такого-то, такого-то, такого-то. $5, организация, которой принадлежит книга, и инвентарный номер экземпляра. У нас таких книг много. Мы примерно вот так заполняем это поле 316. Видите, сам текст, чтобы было понятно, какие у нас есть особенности этого экземпляра, чей экземпляр NBR.com и, собственно, номер экземпляра с сиглой хранения, чтобы можно было его легко найти. Еще одно важное поле 320. 320. Это у нас примечание о наличии в ресурсе библиографии или указателя. Я уже говорила, что относится к указателю. Мы уже в 105-м поле это отмечали. Есть, нет указателя. Здесь мы напишем уже словами, что у нас есть. Мы можем выбрать из справочника определенный текст. Библиография на странице такой-то, библиография в конце статей, указатель такой-то, такой-то. И это не обязательно. Более того, тут кое-где есть, вы видите, ошибки в самой системе. Вот тут заглавная буква, мы такое не хотим. И после указания страницы с точкой нет пробела. Пожалуйста, не забывайте этот пробел вставить. Предметный указатель, вы видите, курсор здесь сразу. Сначала пробел, и только потом уже номер страницы. Вообще, при описании не забывайте, что после знаков препинания у нас обязательно должны быть пробелы для лучшего восприятия информации. 327 поле примечания содержания, об этом вам расскажем потом, когда будем рассматривать сборники. 330 поле аннотация. Но в нашей библиотеке аннотация сейчас обязательно, поэтому мы для каждой книги ее пишем либо вручную, либо берем где-то из интернета. В вашей библиотеке это может быть не обязательно или совсем не применяется. Это на усмотрение библиотеки. 333 поле. Вот с этим, пожалуйста, внимательно. Это у нас поле, которое определяет примечания об особенностях распространения и использования. Например, только для служебного пользования. Либо книга у нас на правах рукописи, либо она не рекомендуется детям до 18 лет. В принципе, можно писать и полный текст, но проще всего, конечно, писать вот такие значки: 16 плюс 12 плюс 6 плюс 18 плюс, не забываем никогда. И пишем в 333 поле. Поля 5-го блока. Взаимосвязанное заглавие. Мы писали параллельное заглавие в 200-м поле, но в 200-м поле мы его написали, оно у нас выйдет на экране в результате поиска, оно у нас напечатается на карточке, но оно у нас не поисковое, то есть мы не можем по нему искать. Поэтому у нас заполняется специальное 510 поле для параллельного заглавия. Так. Нет, пример у меня тут не нашелся. Ну, будем знать, что заполняются все поля 5-го блока точно так же, как мы заполняли 200-е поле. То есть $А, собственно, заглавие, $Е, сведения, относящиеся к заглавию. Здесь может быть обозначение номер части, мы их сегодня смотреть не будем. И обязательно язык заглавия. Не забываем писать код языка. Остальные интересные поля — это 512 заглавие обложки, 516 заглавие на корешке. Частенько бывает другое, когда заглавие очень длинное. 517 другие варианты заглавия, если у нас нет специального поля. Что мы сюда можем записать в 517 поле? Ну вот тут у меня как раз пример. Так и пытался все выбраться наружу. Когда у нас вся книга, например, на коми-языке, и только в выпускных данных есть заглавие на русском. В этом случае в 200-м поле мы запишем
там, ну, я коми не владею, поэтому так условно скажу, там шеф-ктупль, что-то такое. И в конце у нас есть перевод заглавия. В 300 поле мы пишем выпускных данных заглавие «Шелковый клубок коми народной сказки», и это заглавие, вариант заглавия, мы даем в 517 поле. Индикатор, вы видите, здесь он по умолчанию заполнен, поэтому мы сами его напишем 1, то, что это перевод, потому что основное у нас все на ком-языке. И перевод заглавия «Шелковый клубок», сведения, относящиеся к заглавию коми народные сказки, язык русский. Либо как вариант, когда у нас заглавие с альтернативой «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». То есть фактически это у нас два заглавия. Отдельно «Золотой ключик», отдельно «Приключения». В алфавите он будет стоять на букву «З», «Золотой ключик». Но «Приключения Буратино» мы можем записать отдельно и дополнительно в 517 поле «Приключения Буратино». И индикатор, соответственно, тоже один, чтобы можно было найти и на «Золотой ключик», и на «Приключения». 541 поле. Перевод заглавия, сделанный каталогизатором. Если бы книга «Шелковый клубок», она у нас вся была на каком языке, и перевода нигде не дано, но нам почему-то захотелось написать это заглавие, мы бы дали его именно в 541 поле. Точно так же заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, и язык заглавия. Переходим к 6-му блоку. Поле 600. Имя лица как предмет. Под полей вы видите здесь миллион. Мы будем использовать, ну, может быть, треть этого миллиона. Поле содержит имя лица как реального, так и вымышленного, являющееся одним из объектов рассмотрения в документе, представлено в форме точки доступа, ну, это если научно выражаться, по-простому говоря, персоналия. О ком у нас документ. Например, вся книга у нас о каком, ну, Иванов Иван Иванович. И вот здесь, пожалуйста, запоминайте, поскольку в такой же форме мы будем записывать всех авторов, редакторов и художников. Начинаем мы всегда, хотел сказать, с фамилии, вот и нет. Называется это у нас начальный элемент ввода и может быть как фамилией, так и не фамилией. Вы видите, у нас это может быть вовсе даже имя. Ну, Конфуций. Вот какие-то произведения Конфуция, а у него только имя. Это не фамилия, это не имя, отчество, не инициалы, только имя. Либо имя, отчество. Обычно под именем, отчеством у нас записываются какие-то великие князья, скажем, вот очень часто какой-то великий князь Кирилл, там, не знаю, Михайлович, мы знаем, что у них у всех фамилия Романова, да? Ну, почти у всех. Тем не менее, официально они записываются так, под именем, отчеством. Либо имя, прозвище, эпитет, определение. Ну, прямо мне всегда в голову приходит почему-то Иоанн Лествичник. То есть какой-то там святой, он много писал, у него там и проповедь, и все такое. Лествичник – это не фамилия, это прозвище. Иоанн Кронштадтский – это тоже не фамилия. Может быть имя духовного лица. Например, ну вот патриарх Кирилл, да? Вперед у нас будет Кирилл и потом духовное звание. Либо вы видите вариант имя, китайские, другие восточные имена. Мао Цзэдун, сразу все его знают, да? 3 имени, и мы не знаем, кто из них фамилия. Поэтому всех записываем в доллар А, это все у нас имя. И смотрите, у нас здесь нет фамилии. Если нет фамилии, индикатор 0. Индикатор вы видите. Имя лица вводится под личным именем или в прямом порядке.
Чан Кайши. Мы не знаем, где имя, где фамилия. Записывается все в одно подполе. Индикатор 0. Если мы видим фамилию, индикатор 1, и там тоже возможны варианты. Фамилия, имя, отчество, либо фамилия, инициалы, Иванов Иван Иванович, либо просто фамилия, имя, Абгарян Нарине. Мы не знаем, есть ли у него отчество, под отчеством она нигде никогда не публиковалась, поэтому только фамилия, имя. Либо только фамилия. Ну, бывают такие люди, которые пишут под псевдонимом, да, у него там просто Петров, и все, и мы дальше не знаем. А может, даже это и настоящая фамилия. Но мы не знаем ни инициалов, ни имени, отчества. Но это явно фамилия. Поэтому индикатор 1, мы ее запишем в подполе $А. Либо фамилия через дефис. Мамин Сибиряк. Имя, отчество, инициалы. Либо фамилия, ну, это больше для каких-то иностранных авторов, там, не знаю, Гарсия Лорка. Это двойная фамилия. И дальше уже идет имя, либо инициалы. Ну, сокращенная фамилия, честно, я даже не могу сказать так с разбегу, что это у нас такое. Ну, будем иметь это просто в виду. Как же все-таки у нас все это заполняется? $А, начальный элемент ввода. Мы определили, что у нас Иванов Иван Иванович, поэтому $А у нас будет Иванов. Дальше $Б, часть имени, кроме начального элемента ввода. Сразу где-то себе на подкорке запишите, это у нас инициалы. Иван Иванович. Между инициалами пробел, обязательно точка, дальше никакого пробела и записываем следующие сведения. Пока упущу, чуть попозже вернусь. Расширение инициалов личного имени. То, что мы применяем чаще всего. $А, $Б, $Ж. Фамилия, инициалы, расширение инициалов. Если вдруг у нас не Иван Иванович, а вовсе даже Александр Дюма, будет вот так красиво, без фамилии. Дюма, а Александр. И тут мы спохватываемся, а их же двое. Дюма отец, Дюма сын. Как их различить? А вот здесь, товарищи, у нас вот есть такое подполе $С, дополнение к именам. Сюда мы можем записать отец, сын, не знаю, там, Калиостро, граф, все что угодно. То, что у нас непосредственно связано с именем. Я уже говорила, великие князья у нас идут без фамилии. Значит, у нас будет Владимир Михайлович, $С, великий князь. Чтобы было понятно, что же это у нас за Владимир Михайлович. Вернемся к нашему Иванову. Напечатаем его в таком виде. Открыли каталог. У нас Иванов Иван Иванович 50 штук. Как мы их будем различать? Ну, во-первых, можно различать по датам рождения. Ну и вообще по датам. $F. Даты. Первая дата. Дата рождения. Дефис. Вторая дата. Дата смерти. Если какую-либо из дат мы не знаем, либо человек у нас живет и здравствует, то мы эту дату просто не пишем. Либо наоборот у нас какой-то там автор очень древний, и мы знаем о нем только, что он у нас скончался в 1886 году. Значит, только вторая дата. Если дату мы знаем только приблизительно, мы прям так и пишем. Около такого-то, такого-то года. Где брать эти даты? У нас есть энциклопедии, у нас есть справочники, у нас есть на крайний случай Википедия. Рекомендую смотреть все-таки в справочниках.
И есть у нас еще такая интересная штучка, как авторитетный файл. То есть это уже формализованные записи на авторов с заполненными полями, вернее, под полями в определенной форме стандартной для удобства. Например, Гоголь. Гоголя у нас много. Мы можем взять его из авторитетного файла. Наводим курсор на номер поля, нажимаем левую кнопку, чтобы вызвать меню. И у нас вот здесь оживает строка «Поиск в АФ» в авторитетном файле. Вот у нас единый авторитетный файл Республики Коми. Там уже достаточное количество записей. Ну, по крайней мере, на популярных и знаменитых писателей у нас авторитетные записи есть. Нажимаем. Две записи у нас есть. Смотрим. Один у нас Гоголь Владимир Павлович. Он нам не подходит. Мы хотим вот... У нас о писателе Гоголя книга. И есть Гоголь Николай Васильевич. Видите, мы уже здесь видим, что у нас вот такие псевдонимы. Вот, может быть, вот такие разночтения. Смотрим, смотрим, смотрим. Нажимаем кнопку «Связать». И опа! У нас все поле заполнено. Совершенно стандартным образом. Все записано, нигде никаких опечаток. Все даты проверенные и правильные. С персоналем мы более-менее закончили. Если у нас несколько персоналей, мы можем повторить поле. Да? Вы знаете, мы уже смотрели, что можно повторить поле. И у нас, например, еще и о Пушкине есть. Можно даже не набивать вот этот $А, а сразу в строке писать. И Пушкин Александр Сергеевич. Пошли перечислили тут всех писателей, о которых у нас упоминается в нашем документе. Поле 610. Неконтролируемые предметные термины или, по-другому сказать, ключевые слова. То есть мы определяем примерную тему нашего документа и записываем. Ключевых слов может быть, ну, обычно до 10. Первое время мы к художественной литературе ключевые слова не писали, теперь мы стараемся определять все-таки жанр. Например, у нас книга детектив, значит, мы напишем детективы. Книга фантастика, напишем фантастика. В последнее время у нас фантастика тоже стала очень делиться на такие поджанры, знаете, это всякие попаданцы, альтернативные истории и так далее. Это тоже можно указать в ключевых словах. Единственное, что если мы пишем сведения, определяющие художественную литературу, то в конце мы обязательно это отмечаем, чтобы у нас не было разночтений. Например, у нас книга по литературоведению просто рассматривает жанр фантастики, то есть тема фантастика в принципе, а здесь у нас это художественный жанр, поэтому обязательно вот такой релятор добавляем. Поле 686. Называется индексы других классификаций, но мы все с вами классифицируем в ББК. По умолчанию вот у нас тут стоит уже отметочка. Как мы его заполняем? $А, собственно, индекс. Скажем, у нас итальянская какая-то художественная литература. Дальше $2 ББК у нас уже заполнено. Но у нас есть еще это подполе $В. Вот оно. По каким именно таблицам мы систематизировали, поскольку таблицы у нас с вами разные. Могут быть таблицы для детских и школьных библиотек, могут быть таблицы для массовых, могут быть таблицы для областных библиотек. Ну вот у нас, например, 8-томное издание, такое более подробное, и они все разные. И вот именно это издание мы выбираем подполе $В. Вот они у нас здесь все списком написаны. Средние таблицы, те, которым пользуемся мы здесь в Национальной библиотеке. Сокращенные таблицы, которыми пользуются в большинстве ЦБС. И таблицы для детских школьных библиотек. Выбрали таблицы. Окей, вот у нас поле заполнено. Должно быть 3 подполя. 700-е поля. Поле 700 предназначено для автора. Ну, если мы вернемся опять к нашей книге, то мы видим, вот у нас здесь автор, например, написан.
Владимир Исаков. Или здесь Анна и Сергей Литвиновы. Когда мы рассматривали 200-е поле, я вам говорила, что мы записываем в той форме, как написано на книге. То есть в подполе $F мы написали Анна и Сергей Литвиновы. Вот так. Но в 700-х полях мы должны дать точку доступа на авторов. И объединять их ни в коем случае нельзя. На каждого даем отдельную точку доступа. Отдельно. Литвинова Анна Витальевна. Отдельно Литвинов Сергей Витальевич. Это же относится к тем же братьям Гримм. В 200-м поле пишем братья Гримм, в 700-х пишем отдельно. И тут мы опять возвращаемся к термину первичный и вторичный. Первое свидетельство об ответственности, я говорила, могут быть один раз. Первичная интеллектуальная ответственность может быть тоже только один раз. Авторов двое, вроде бы они все равноправны, но 700-е поле у нас только одно. Записываем в том порядке, как они у нас указаны на книге. То есть первое у нас будет Литвинова Анна Витальевна. «701 поле имя лица альтернативная интеллектуальная ответственность», то есть соавтор. Литвинов Сергей Витальевич. Если у нас 4, 5 и так далее авторов, книга у нас описывается под заглавием, 700-е поле не применяется. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 авторов будем записывать в повторение 701 поля. То есть у нас было, например, 4 автора. 701 первый автор. Повторяем поле 701 второй автор. Повторяем поле 701 третий автор и так далее. Вот эти поля 700 и 701, они предназначены только и исключительно для авторов. Все остальные лица у нас указываются в 702 поле. Вторичная интеллектуальная ответственность. Кто к ним относится? Редакторы, составители, художники, переводчики. Видите, вот у нас здесь появляется интересное подполе $4. Давайте мы посмотрим его поподробнее. Пусть у нас этот несчастный Иван Иванович будет теперь художником. Он у нас художник. Вот здесь у нас в конце, в 702 поле вообще обязательно применение подполя $4, коды отношений. То есть мы уточняем, а чем именно занимался этот человек, не автор. Авторы, понятно, что они сочиняли эту книгу, они ее писали, чем занимались остальные. Ну, во-первых, мы должны в сведениях об ответственности обязательно написать художник, составитель, редактор и так далее. Если в 200-м поле стоит у нас только фамилия, это по умолчанию считается автор. У всех остальных должно быть написано, чем он тут занимался. И эта же самая функция у нас будет отражена в подполе $4. Давайте поищем художника. Ищем. Нашли на букву Х 0,40. А вот и нет. Вот это та ошибка, которую чаще всего допускает у нас начинающие каталогизаторы. Поскольку книги у нас оформляют художники-иллюстраторы. И ищем мы его на букву И. Иллюстратор. Код 440. Вот я здесь даже написала иллюстратор, а не художник. Спросите, что же такое художник? Ну, художник – это художник. Репин, Крамской, Врубель, не знаю, там, Леонардо да Винчи. Это художники.
Почему для них такое тоже здесь есть код? Потому что все эти системы, они так условно называются библиотечными, на самом деле описывать можно что угодно. Картину, скульптуру, какой-то художественный объект, ювелирные изделия и так далее. Вот в этом случае будет художник с кодом 040, и, скорее всего, он будет в 700 поле, как автор произведения художественного, объемного скульптуры или картины и так далее. У нас Иванов Иван Иванович, иллюстратор, код подполе $4 440. Ну, посмотрим, какие у нас здесь еще есть функции. Очень много разных. Автор адаптации, автор идеи, автор посвящения, вокалист, главный редактор, диктор, человек, который начитывает текст, например, у аудиокниги. Иллюминатор – это человек, который раскрашивает иллюстрации. Ну, мы с таким встречаемся. Это где-то какие-то очень древние такие красивые книги. Там иллюминаторы отдельно записываются. Либо это композитор, может быть, либретист и так далее. То есть много-много-много разных функций, и мы можем их все определить. И еще одно важное поле, которым мы всегда заканчиваем наше описание, это поле 899, называется данное местонахождение. Фактически здесь у нас данные экземпляра. $А местонахождение, то есть сигла нашей библиотеки. Вы видите, вот она взята в угловые скобки, то есть она записывается у нас по умолчанию. Мы заходим под своим паролем, каждый пароль привязан к какой-то определенной библиотеке. Если у вас Устилимская библиотека, при сохранении здесь будет написано ЦБС Устильма. У нас национальная библиотека, при сохранении будет написано НБР Коми. Так что мы это $А вообще не трогаем, не заполняем. $Б – наименование фонда либо коллекции. В нашем случае это сигла филиала либо отдела библиотеки. Опять же, как принято в вашей библиотеке. Ну, чаще всего пишут букву F и номер филиала, то есть филиал 15. Ну, либо у нас, например, сиглы отдела, депозитарное хранение, ДХ, 2 буквы, как принято в вашей библиотеке. $H – классификационная часть шифра, либо раздел знаний, тот, который, опять же, как принято у вас в библиотеке. У нас это делается автоматически, у вас, я, честно говоря, не знаю. Мы это подполе не заполняем, вы можете заполнять. Например, у вас естественные науки, вы пишете 2. $И – часть, характеризующая документ. Здесь мы помещаем авторский знак. Когда мы нажимаем метку подполе, у нас выходят таблицы Хавкиной. Мы можем выбрать нужное нам значение, нажать ОК, и оно у нас записывается. $J. Подполье называется шифр хранения. Фактически мы сюда записываем полочный индекс. Если он короткий, то чаще всего он повторяется. Мы написали там 84,4 ита и повторяем здесь то же самое. Это на карточке будет выводиться в левом верхнем углу, этот индекс. Так, дальше у нас $P – обозначение единицы хранения, то есть инвентарный номер. Ну, у нас номера длинные, поэтому семизначный. У вас может быть покороче. $Y – номер записи в КСУ. Пишем, собственно, номер КСУ. $9 – цена. Записываем в такой форме рубли, точка, копейки. Обязательно так, иначе система не сможет вам сделать подсчеты в выходных формах. Так, на этом мы уже закончили свое описание, можем записать и так далее. Но попутно посмотрим еще 3 интересных подполя, которые мы будем применять при списании. $W – номер акта о выбытии. $Q – дата списания.
формате год, месяц, число. И доллар О, причина выбытия. Тут даже справочник есть. Ну, со списанием вас потом познакомят старшие товарищи. Описание мы закончили. И вот в этот момент мы как раз можем опять проверить. Ну, опять нам пишет, в 200-м поле мы так и не заполнили. Просмотр библиографической карточки. Тоже, что мы заполнили, то и видим. Ну, вот что, видите, что нарисовали, то и получили. Ну, карточку нам смотреть привычнее, поэтому мы здесь как раз можем все свои косяки увидеть, что мы пропустили, где мы что-то неправильно написали, дефисы пропустили, заглавную букву пропустили, там еще что-то забыли. Выходит 2 раза цена. Не удивляйтесь, если у вас 2 ИСБ, 2 раза будет выходить цена. Мы это можем потом стереть перед печатью прямо на макете. Так, написали, проверили, нажали кнопку «Записать». Запись у нас закончена. Ну, мы такую корявую не будем, тем более сразу в единый каталог НБРК, нам такая запись не нужна, поэтому мы ее просто закроем. И после небольшого перерыва будем каталогизировать настоящую книгу. Теперь мы с вами ненадолго простимся и встретимся через 10 минут. Пока все.
Итак, мы возвращаемся к нашему занятию. Вы видите, справа у нас книга, которую мы сейчас будем каталогизировать. Ну, как нам выходить на новую запись, мы уже видели. Давайте еще раз посмотрим. Вот мы поискали «Сердце дракона». На самом деле книга эта у нас введена, поэтому давайте и так поищем. Автора не обязательно писать полностью, заглавие тоже не обязательно писать полностью, можно было частично. Ну, просто у нас книг уже очень много, поэтому чем подробнее, тем лучше. Я всегда нажимаю после поиска на Enter, мне так быстрее. И вот у нас вышла запись. Ну, книга у нас такая уже есть. Предположим, что ее нет. Новая запись. Выбираем. Книга у нас одночасная. Выбираем. Начинаем заполнять поле 010. Международный стандартный книжный номер ИСБН. Ну, для начала нам на этот ИСБН нужно отыскать. Вот он у нас здесь есть на обороте титульного листа. Этот ИСБН мы и забиваем. 978, дефис 5, дефис 04, 109, 955, 8. Никаких уточнений у нас здесь нет, значит $B мы применять не будем. Тираж. Ищем тираж на нашем обороте титульного листа. Ищем, не находим. Зато он у нас есть на концевой титульной странице. Ну, то, что там, где обычно выпускные данные, смотрим. Вот у нас есть тираж. 2000 экземпляров. Возвращаемся в АПАК. Тираж 2000. Никаких пробелов. Слово экземпляров тоже не пишем. Только цифры. Я вам еще в тот раз забыла сказать, есть еще специальное подполе ошибочный ИСБН. Если бы у нас, например, подполе было без дефисов или явные какие-то опечатки, мы бы вот этот ошибочный вариант написали в это подполе $Z. Ну, у нас здесь все в порядке, поэтому идем дальше. 100-е поле. Данные общей обработки. Открываем справочник. Находим строчку дата 1. Дата 1, мы ее берем с титульной страницы. У нас 2020 год указано на титульной странице. Стираем решеточки, пишем 2000. Окей, здесь нам больше ничего не нужно. Язык по умолчанию русский. Ну, мы видим, что у нас и имя, собственно, русское. И систематизировано у нас уже в русскую литературу. Но пусть имя вас не сбивает с толку, поскольку на самом деле этот же Кирилл Клеванский прекрасно мог быть американцем в 5-м поколении. Поэтому обязательно смотрим. Если это перевод, то где-то обязательно указано. И обратный случай. Сейчас, вы знаете, особенно в фэнтези, авторы у нас резвятся, кто как может, придумывая себе имена на заграничный манер. Поэтому, если будет какая-нибудь там, не знаю, Виктория фон дер Вальд, может, на самом деле это Маша Сидорова. Поэтому смотрим, опять же, есть у нас перевод или нет, и только тогда указываем язык. Ну, здесь у нас никаких подвохов. Кирилл Клеванский русский автор, поэтому язык у нас русский. 102-е поле. Страна публикации производства. Мы видим, что издано в Москве, значит, страна Россия. Здесь мы тоже ничего не меняем. 105-е поле.
Ну, во-первых, нам надо определиться, есть ли у нас иллюстрации в книге. Смотрим. У нас вот здесь в начале каждой главы есть небольшие иллюстрации. Поэтому код иллюстрации мы обязательно отметим. Иллюстрации. Мы не будем уточнять, это карты, портреты или там еще что-то такое. У нас везде просто обычные иллюстрации, поэтому мы заполняем только первую позицию из 4. Остальные 3 опускаем и переходим к кодам формы содержания. У нас художественная литература, поэтому код будет Z. Другой тип содержания. То есть ни один из предыдущих нам не подходит. Это не диссертация, не договоры, не учебник, не справочник. Художественная литература. Код Z. Опять же, мы использовали только первый код из 4. Остальные 3 опускаем. Коды конференции. Для художественной литературы элемент мы не используем. Юбилейные издания. На книге нигде не написано. Ну, для художественного можно тоже опустить. Индикатор указателя. В этой книге указателя нет. Можно либо указать, что он отсутствует, либо, опять же, не использовать. Ну, я обычно указываю. Код литературного жанра. Это у нас тоже художественная литература без уточнения. Это не поэзия, не рассказы, не очерки, не драма. Просто художественная литература. Ну и код биографии. В нашем случае это, в принципе, не важно. Ну, пишем, что не биография. Вот у нас красиво заполненное 105-е поле. 181, 182 у нас заполнены по умолчанию, мы их не трогаем. 200-е поле, основное заглавие. Смотрим. Угу. У нас заглавие двойное. Мы уже эту страничку видели и знаем, что это у нас сериальное художественное произведение, то есть «Сердце дракона» и такая зависимое заглавие «Море песка». То есть мы записываем $А, «Сердце дракона» и зависимое заглавие $И, наименование части. «Море песка». Поскольку это у нас авторское произведение, то, естественно, нам надо заполнить сведения об ответственности. $F. Первое сведения об ответственности. Пишем в той форме, как у нас указано на титульном листе. Кирилл Клеванский. Смотрим сведения на обороте листа. Вдруг у нас там еще что-то важное есть. По новому ГОСТу сведения с оборота титульного листа приравнены к сведениям на титульной странице. То есть они также важны для описания, как и все остальные. Ну, смотрим, что у нас тут есть. Разработка серийного оформления, иллюстрации на переплете, внутренние иллюстрации. Честно говоря, иллюстрации больше напоминают виньетки. Да? То есть маленькие такие, не особо влияющие на восприятие текста. Вот если бы были большие иллюстрации, там, не знаю, как герой это сердце дракона в руках держит, или там что-то такое, да, красиво там стоит на фоне заката. Большие иллюстрации, их достаточно много. В этом случае художника указывать, безусловно, надо. В нашем случае мы художника можем опустить. Если мы опишем детскую книгу, художника пишем практически всегда, поскольку манеры художников очень разные, и восприятие книги тоже очень разное. И если выбирают родители или даже сами дети, иногда они просто предпочитают определенных иллюстраторов. Поэтому художника пишем в детских книгах обязательно. Во взрослых можно опускать. Но во взрослых очень советую обязательно писать переводчика, особенно для каких-то популярных изданий. Ту же Агату Кристи переводили разные переводчики, и, честно говоря, когда привыкаешь к одному переводу и читать какой-то другой, очень сложно. Очень показательно Гарри Поттер. Там 2 разных переводчика переводили все вот эти тома. Ну, то есть
один переводчик 7 томов перевел, и другой переводчик все 7 томов, и они воспринимаются совершенно по-разному. Поэтому переводчиков тоже писать очень и очень и очень желательно, особенно в художественной литературе. Так, никаких таких особенных сведений, которые мы должны указать, здесь больше нет. С 200-м полем мы закончили. Переходим к 205-му. Издание 3, 5, 10, 15. Таких сведений у нас здесь нет. Поэтому мы это поле опускаем. Если какие-то сведения нам недоступны, мы их не выдумываем, просто пропускаем поле. Переходим к 210-му, публикация распространения. Ну, у нас Москва, Эксмо, 2020 год. Пишем все в логическом порядке. Место издания, издательство и год издания. Что касается названия издательства. Пишем только, собственно, название. Если у нас на титульном листе написано издательство Эксмо, и это Эксмо у нас взято в кавычках, эти кавычки мы опускаем. Слово издательство опускаем также. Более того, опускаем издательские функции: издательский дом, издательская группа, издатель, если у нас есть тематическое название. Если издательство относится к какой-то организации, для которой издательская функция не является основной, то кавычки мы сохраняем. Например, у нас Эксмо – это издательство. Если книгу издало какое-нибудь издательство СГУ, скажем, мы не можем просто написать СГУ, потому что это не название издательства. В этом случае мы бы здесь написали прямо так: издательство СГУ. Ну, здесь с Эксмо у нас все в порядке, поэтому мы пишем без кавычек. Здесь мы все закончили, сведения у нас есть, поэтому типографию указывать не обязательно. Типографию пишут, если это какое-то более-менее старое издание, когда очень важно именно место печати. У нас книга новая, художественная, очень массовая, поэтому переходим к следующему полю. Поле 215. Физические характеристики. Смотрим, что у нас со страницами. Мы видим 444, 445. Угу. И дальше просчитанных у нас нет. И вот я хотела обратить ваше внимание, что к тексту относится также и оглавление, особенно если оно в конце книги. То есть мы не заканчиваем там на 443 странице последние слова: «Сердце дракона у меня в руках, ура, ура, все, конец книги». Нет. Мы считаем также и оглавление. 444 страница, 445 и одна непросчитанная. 445, запятая, и в квадратных скобках одна непросчитанная страница. Вот в такой форме. 445, запятая, пробел. Только шрифт квадратный, что я плохо различаю. Пробел, в квадратных скобках количество непросчитанных страниц, опять пробел и указатель того, что именно мы считали. Мы считали страницы. 445 и одна непросчитанная. У нас есть иллюстрации, поэтому мы укажем это в подполе $C. Иллюстрации. Размер книги. Ну, у меня тут самой книги нет, но предположим, что у вас-то она есть. Вы взяли линейку и посчитали. У вас получилось 20 сантиметров и 7 миллиметров. Всегда округляем в большую сторону. Представьте себе, что у вас на стеллаже разные полки, или даже разные стеллажи. На одном полке высота 20 сантиметров, на другом 21. У нас 20,5. В полку 20 она никак не влезет, в полку 21 влезет. Округляем в большую сторону, пишем 21.
Слово сантиметр не пишем. Размер у нас уже указан. 225 поле. Серия. Здесь у нас, вот видите, серийное оформление вроде как есть, но серия у нас нигде не указана. В нашем случае издательство посчитало серийным оформлением сам сериал. То, что у нас «Сердце дракона», там 4 разных романа входят вот в этот сериал. И у этого сериала сериальное оформление. Но, собственно, слово «серия» нигде не упоминается. Поэтому мы серию писать не будем. Поле пропускаем, идем дальше. А дальше у нас поле 300. И тут мы возвращаемся к обложке. Видим, что на обложке у нас кроме автора, заглавия и зависимого заглавия есть еще сведения. Пылающая земля, застывшее небо. Более 20 миллионов прочтений в сети. Вот это, кстати, можно отразить в поле 300. Мы пишем на обложке также, то есть не то, что вот просто на обложке то-то, то-то, то-то. У нас там есть еще и автор, то есть данные с титульного листа. Но есть и еще кое-что. На обложке также. Двоеточие, пробел и дальше с заглавной буквы. Само примечание. Более 20 миллионов прочтений в сети. Обратите внимание, здесь у нас, я написала пробелы, сделала между цифрами, между разрядами. Ну, просто для прочтения оно удобнее. В машине вот эти цифры совершенно не важны. Они важны там, где цена, там, где какие-то коды специальные. В примечаниях мы можем писать всякую отсебятину. Главное, чтобы это было читабельно. На обложке также более 20 миллионов прочтений в сети. Что делать с пылающей землей и застывшим небом? Ну, я думаю, это можно воспринимать как вариант заглавия. Поэтому мы напишем также, повторим поле и напишем заглавие обложки. Здесь можно сокращать. Сердце дракона. Пылающая земля. Застывшее небо. Можно воспринять так, да, вот все одинаковое заглавие. Но мы видим, что у нас шрифт совершенно разный. Сердце дракона крупно, пылающая земля, застывшее небо мелко. То есть фактически это сведения, относящиеся к заглавию. А значит, мы их пишем через двоеточие и с маленькой буквы перечисляем через запятую. Пылающая земля, застывшее небо. Вот в такой форме. И пока мы не забыли, вот это мы заглавие копируем и отмечаем в поле 512 заглавие обложки. Мы хотим, чтобы это заглавие было поисковым. Вдруг кто-то будет искать прямо вот в такой форме. Поэтому первый индикатор у нас 1. То есть заголовок является точкой доступа и попадает у нас после сохранения в словари. Двоеточию в описании библиографическом нам соответствует подполе $E. Поэтому пишем вот в такой форме. $А – сердце дракона, $E – пылающая земля, застывшее небо. Перечисляем через запятую. Есть такое правило в правилах каталогизации, что если сведения, относящиеся к заглавию, перечисляются без каких-либо знаков препинания, либо через точку,
В описании мы их приводим через запятую. Если бы было написано «пылающая земля», под ней отдельной строкой «застывшее небо» и без каких-либо знаков препинания, мы бы их, тем не менее, тоже записали в такой форме – через запятую. Возвращаемся к нашему описанию, смотрим, что же мы еще можем здесь заполнить. Что у нас есть? А у нас есть список романов из этого сериала. То есть библиография какая-никакая, да? Романы этого автора. Очень часто популярных авторов как раз вот на этой странице пишут список других произведений. Это тоже библиография. Поэтому мы отметим в 320 поле. Ну, в нашем случае это скорее цикл, да, будут другие, или даже не другие, сейчас как-нибудь по-другому сформулируем, скажем, все книги цикла. Все книги цикла, страница 2. Ну, откуда она взялась 2, я просто знаю, что у нас после титульной и оборота титульного дальше идет 5-я страница. Ну, соответственно, 5-я, 4-я, 3-я, это у нас будет 2-я. Все книги цикла, страница 2. Так, смотрим, что у нас еще, какие сведения есть. Примечание содержания, это нам не нужно. Аннотацию, ну, мы у себя напишем, вы у себя, это как принято в вашей библиотеке. 333 поле. Примечание об особенностях использования. Заглянем в конец и находим метку 16+. Вот она у нас есть метка. Мы обязательно должны ее отразить в описании. Ничего не сочиняем, просто пишем 16+, коротко и ясно. Вариант заглавия мы уже написали, не забыли. Переходим к 6-му блоку. Персоналия у нас здесь не применяется, поскольку это художественная литература, хотя и художественная литература может быть о ком-либо. Если художественная литература какой-то реально существующей исторической личности, есть смысл отразить это и в 600-м поле, поскольку мы знаем, сказка ложь давнее намек, то есть и в художественной литературе могут быть отражены какие-то более-менее реальные факты из жизни. А здесь мы переходим сразу к 610-му полю. Ну, это у нас фэнтези. Фэнтези. Поскольку это жанр, то мы обязательно указываем в скобках, то, что это относится именно к художественной литературе. Мы можем указать здесь, что это русская литература, что период 21 век начала. Мы можем внутри поджанры какие-то написать, там, не знаю, попаданцы, альтернативные истории, еще что-то угодно. Ключевых слов вы можете писать столько, сколько нужно, сколько принято, сколько вам необходимо, и сколько принято в вашей библиотеке или в вашей системе. 686 поле. Ну, у нас вот здесь индекс уже написан, поэтому мы его просто переносим в саму запись. Вот у нас индекс литературы на русском языке, современная фантастика. И систематизировали это по таблицам для средних библиотек. Вот у нас такое описание длинненькое, красивенькое вышло. Следующее поле у нас поле 700. Нам нужен автор. На титульном листе мы видим у нас автор в сокращенной форме, Кирилл Клеванский. Мы хотим максимально полные данные записать, поэтому ищем сведения на обороте титульного листа, вот здесь написано. Но это бывает не всегда.
ищем в надвыпускных данных на концевой титульной странице, как правило, над заглавием пишем полное имя автора. Если и здесь нет, ну, нет и сюда нет. Пишем в той форме, какая у нас имеется. Ну, у нас имеется полная, поэтому мы пишем полностью. Клеванский К.С. Кирилл Сергеевич. Опять же, если бы это был какой-то супер-пупер популярный автор, мы бы его поискали в авторитетном файле. Ну, у нас его нет. Если бы это был Иванов Иван Иванович, мы бы постарались найти хоть какие-нибудь сведения, отличающие его от других Ивановых Иван Ивановичей, даты жизни, там, не знаю, жанр, в котором он пишет. Может, не все Ивановы фантастику пишут, может, некоторые пишут детективы. Мы бы здесь написали автор детективов, например, или писатель-фантаст. Ну, Клеванский Кирилл Сергеевич у нас такой один, поэтому мы никаких уточнений писать не будем. Соавтора у него нет, художников-переводчиков нет, мы все это опускаем. И переходим к 899 полю. Сигла, как я уже говорила, у нас пишется автоматически, поэтому заполняем по порядку. $B. Ну, у нас эта книга идет на абонемент, поэтому мы пишем сиглу абонемента. Раздел знаний в нашей библиотеке не применяется, поэтому мы его писать не будем. Авторский знак. Авторский знак можно выбирать из справочника. Можно, если вам так интереснее, писать прямо руками. Пишем $И К48. Совершенно не возбраняется. $J, полочный индекс. Можно опять вот это все от руки писать, а можно часть текста скопировать из 686 поля. У нас полочный индекс укороченный, он не полностью дублирует индекс ББК, только основную часть. Вот таким образом мы его вставили. Дальше. Инвентарный номер. Инвентарный номер, вот он у нас на титульной странице. $140-25-78. Ну, у нас немножечко другая система обработки. Отдельный человек пишет КСУ с номером, отдельный человек остальную каталогизацию полную проводит с заполнениями до заполнения полей. Поэтому номер КСУ я здесь писать не буду, а вы себе обязательно напишите. И $9 цена. Цена, насколько я помню, тут была 350 рублей. А вот так дешево досталось. Что делать, если у вас много экземпляров? Можно повторить поле и писать все по новой. Все это $А, $И, $П и так далее. А можно нажать кнопку «Скопировать поле». У вас копируются все данные. Теперь вы здесь поменяете только те данные, которые у вас отличаются. Например, у вас книга пошла в филиал номер 7, второй экземпляр тоже в филиал номер 7, третий экземпляр пошел в филиал номер 11, четвертый филиал пошел в филиал номер 12 и так далее. То есть для каждого экземпляра вы создаете отдельную строку. Если эта книга у вас уже была, вам нужно сделать приписку. Вы просто копируете последнюю строчку и изменяете данные, те, которые у вас есть. Например, у вас, опять же, в 12 филиал книга пошла, но она пришла уже с другим инвентарным номером. И, соответственно, с другой ценой. Вы меняете только в этой строке.
Вы можете группировать вот эти филиалы. Например, у вас один экземпляр пришел по этой цене в 12-й филиал, и точно такой же пришел в 7-й филиал. После последнего 7-го вы повторяете поле и вставляете вот те уже скопированные данные. То есть у вас уже другой номер, другой КСУ, который вы не забыли там заполнить, и другая цена. И так для каждого экземпляра. Есть еще одно поле, про которое я вам сразу забыла сказать. Признак краеведения и краеведческого издания. Ну, у нас книга не краеведческая, но мы сейчас посмотрим просто. Заполняется $А, и мы выбираем здесь местный автор о коме, местный автор не о коме пишет о коме, местное издание и так далее. Что и когда нажимать, это вам расскажут ваши краеведы-библиографы. Если книга хоть каким-то боком относится к Республике Коми, мы обязательно заполняем это поле. Но эта книга у нас ни к чему не относится, и мы можем теперь посмотреть, как работают наши кнопки, проверить. Мы заполнили все правильно, кнопка «Проверить» не ругается. Тогда мы можем нажать кнопку «Просмотр» библиографической карточки и посмотреть, а как же у нас выглядит. А выглядит у нас, смотрите, как красиво. В левом верхнем углу то, что мы заполняли $J, укороченный индекс, и $E, авторский знак. Наверху 700-е поле Клеванский Кирилл Сергеевич. Дальше заглавие идет «Сердце дракона, море песка», $A, $E. Кирилл Клеванский, $F. Дальше пустое место, но оно зарезервировано для сведения об издании. Мы их не писали, поэтому здесь точка пока стоит. Но мы еще ничего не сохраняли, поэтому не боимся. Нету сведений? Ну, не надо. Дальше выходные данные. Москва, Эксмо, 20-й. 210-е поле $А, $C, $D. Сведения о физической характеристике. Все, что мы заполнили. 215-е поле $А, $C, $D. Видите, сантиметры у нас на карточке написались сами, без нашего участия. 300-е поле примечания. На обложке также более 20 миллионов прочтений в сети. Второе примечание. У нас 2 300-х поля. Заглавие обложки «Сердце дракона, пылающая земля, застывшее небо». То, что мы писали в 300-м поле, не в 512-м. Там у нас отдельная точка доступа. Это то, что мы писали в 300-х, 200-х полях. Вот они выходят у нас сюда. Дальше. Примечание библиографии. 320-е поле. Все книги цикла, страницы 2. 333 доступ 16+. Дальше сведения, те, которые мы указывали в 010 поле, 2000 экземпляров. Опять же, экземпляры мы не писали слово, но оно у нас вышло. ИСБН. Буквы ИСБН мы не писали, но они у нас на карточке появились. 203 поле, то, что было по умолчанию заполнено, текст визуально непосредственный, тоже вышел у нас автоматически на карту. И цена, то, что мы писали в 899 поле, 350. ИСБН у нас был 1, поэтому цена вышла 1. И ББК, то, что мы писали в 686 поле, вот у нас в правом нижнем углу. То есть мы заполнили нужные поля под поля, получили идеальное выполненное описание. Вообще каталогизация, она похожа на математику. Мы имеем формулу, подставляем нужные данные, и на выходе получаем ответ. Вот наш ответ – это вот это описание. То, что мы должны получить в конце. Итак, мы заполнили, проверили, что все правильно, и нажимаем кнопку «Записать». У нас появляется запись, кнопка «Запись готова». На самом деле этой кнопки сначала у вас не будет. Кнопку вы получите после того, как поработаете некоторое время, ваши записи проверят старшие товарищи, дадут добро, и администратор АПАКа даст вам другие права. У вас появится эта кнопка, и вы будете нажимать ее в конце и получать готовую запись. Вот она у нас вышла. Ну, поскольку у нас такая запись уже была, то я воспользуюсь еще одной кнопкой, которая у нас есть в АПАКе, кнопка «Удалить». С этой кнопкой, товарищи, обращайтесь очень-очень-очень осторожно, поскольку восстановить запись ну, для нас, простых пользователей, невозможно.
Поэтому он у нас еще раз спрашивает, в самом деле мы хотим удалить? Да, в самом деле. Вот мы удалили, все, у нас этой записи нет. Осталось те же две, которые были раньше. Ну вот, с каталогизацией мы закончили. И, в принципе, на этом мы могли бы расстаться, но у нас вот есть вопрос. Будет ли запись вебинара? Да, запись вебинара будет на YouTube, скорее всего. Все вопросы вы можете задавать мне по адресу. Вот этот адрес у вас на экране. Рогова Любовь Леонидовна и мой почтовый адрес rogova@nbrcomi.ru. Все, что вам будет непонятно. Ну и на этом мы с вами простимся. Завтра сотрудник нашего отдела Любовь Валентиновна Барилова расскажет вам о каталогизации многотомников. Встретимся в половине 12. Все, до свидания.